Детям и взрослым с редкими заболеваниями кожи будут оказывать помощь лучшие специалисты республики. Так, в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере открылся центр генных дерматозов. В центре будут делать своевременную диагностику, постоянное наблюдение пациентов. О начале работы расскажет Диана Антонова. Ура! С сегодняшнего дня Центр генных дерматозов уже начал прием первых пациентов. В начале работы специалисты из Москвы и Нижнего Новгорода вместе с врачами Якутии приняли больных ихтиозом, а также начали забор крови на генетический анализ. Мы многодетная семья. У нас, получается, младшая родилась с врожденным ихтиозом. Сейчас диагноз ставит булезный ихтиоз. Мы познакомились с хорошими врачами, нам порекомендовали разные дополнительные мази, которые улучшают нашу кожу, да? И также еще витамины рекомендовали. Также ежегодно мы через фонды «Дети-бабочки» ездим в Москву, проходим реабилитацию. Дерматологи центра будут принимать пациентов не только с редкими, но и с тяжелыми случаями хронических заболеваний, таких как псориаз или атопический дерматит. Ранее в других регионах России открылось 14 подобных центров, а планирование открытия такого кабинета в республике началось еще с прошлого года. Долгожданное открытие для нас. И это не просто подраздел. Это площадка, где наука, клиника и образование работают как единое целое. Мы рады стать частью большой всероссийской сети центров генных дерматозов. И я уверен, открытие нашего центра поможет нашим больным. Масштабная работа проводится при поддержке благотворительного фонда «Дети-бабочки». Более 15 лет организация занимается решением проблем пациентов с орфанными и хроническими заболеваниями кожи. Одним из основных направлений работы фонда является обеспечение больных медико-социальным сопровождением. Фонд «Дети-бабочки» работает над открытием и совершенствованием системы оказания медицинской помощи этим пациентам, над научными проектами, над проектами в сфере образования. Поэтому портрет современного орфанного ребенка с заболеванием кожи – это портрет активного малыша, который имеет возможность посещать детские сады, школы и быть социализированным абсолютно. Приезжие федеральные эксперты также обсудят с Министерством труда и соцзащиты республики работу проекта «Редкие женщины». Этот проект обеспечит сопровождение матерей пациентов. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск.